Дорогие друзья, здравствуйте, вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня мы выезжаем на рыбалку с блогером Михаилом Кириллиным и с моим другом Костяном. Так, смотрите сюжет. Так, друзья, по пути зашел в редакцию журнала Баянай, издательский дом Ильге. Вот такие вот. Здесь вот сейчас находится редакция. Здравствуйте. Вот редакция Юрия Петровича. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Петрович, я поехал на рыбалку в Жиганск. Пришел к вам за календариками. Дадите календарики? Да, привет. Ага, Балтыварды. Сколько штук надо? Ну, штук немного, штук 20 хватит. Без росписи. Автограф-то. Ага, автограф-то. Вот, Татьяна вот вам отправит календарик, если закажете. Также можете выписать журнал. Что, как заказывают, нет? Да. Заказывают, да? Отлично. Так что, друзья, на сайте клёваярыбалка.рф есть подписной индекс. И также вы можете заказать календари. Ну, там не только с клёвой рыбалкой, но также у них есть и утки для охотников и так далее. Итак, сейчас едем за продуктами. Закупаемся в городе Якутске, потому что здесь более-менее дешево. Чем дальше на север, тем, как вы знаете, продукты дорожают. Поэтому сейчас купим продуктов и поедем. Сколько сегодня градусов? Кто смотрел? 36 было. 38 было у меня. Ну, где-то 38-36 градусов температура. 34. Ясно. Но туда, куда мы поедем, обязательно прогноз нужно будет посмотреть, где интернет есть. А едем мы в Жиганск, на север. Вот, друзья, мы выезжаем из города Якутска, поднимаемся на 8 километров с Якутска уже проехали. на эту гору и пойдем уже по плоскогорью, так скажем. Потом плюс 8 сделаем. Где что? Михаил очень волнуется. Да, я в первый раз такой. Михаил у нас блогер, во-первых, у него свой рыболовный канал, да? Начинающий, можно сказать. Начинающий блогер, да. Кому интересно, ссылка на канал Михаила будет в описании под роликом. У Кости тоже есть свой канал. Сегодня начну. Ты тоже начинаешь свой канал? Ну хорошо. Только откладывал, но пользуясь случаем. Костин канал мы тоже оставляем ссылку в описании под роликом. Так что подписывайтесь, друзья. Это будет крутые видео. Надеемся, да. Вот, Михаил очень волнуется, но я его успокаиваю всячески. Говорю, что даже более маленькие машинки, седанчики различные ездят в Жиганск. И сегодня сегодня он сам в этом удостоверится. Вот сейчас мы выехали, 8 километров только уже проехали, да? Да. Отлично. 9 уже вот. 9 километров, все. Так-то нормально, Слава, но да. Смотри, 1200 километров у нас, это же не как в центральной России, да? От города по городу по магистрали ехать. У нас как бы получается зимник. Да. Зимник. Нет, ну вот это сейчас, в данный момент, это федеральная трасса, я так полагаю. Вот, и получается зимник у нас сколько километров от федеральной трассы? Ну вот это сейчас мы и узнаем. До Вилюйска, ты же вроде раньше ездил, сколько километров? 600 километров. 600, ну помню, вот, да. Значит 400 километров до Жиганска от Вилюйска. Вот сейчас будем ехать и все будем вам рассказывать, показывать, говорить, сколько километров мы проехали, куда мы доехали. В общем, Этот фильм, друзья, выйдет на канале Клевая Рыбалка Лайв.
полная дорога, поэтому переходите туда и смотрите. Ну вот, друзья, вот так вот. Сейчас вот подъехали к магазину, ребята покупают хлеб, и на этом мы поедем. Смотрите, вот такие сани получились. Здесь у нас горючка. Едем втроем. Ямаха везет нас вдвоем, двое здесь, один здесь. И Дмитрич там он ходит. Вот. Сегодня к нам присоединился Дмитрич. Едем. Дмитрич приехал к нам. Смотрите, какой у него южный загар. Он приехал из Кисловодска. Потолстел, вон, видите? Да, прям, ну как отдохнул, как тебе там? Очень хорошо отдохнул. Очень хорошая, да? Кормят как на убой. Да ты чё? Видишь, вот какой стал. Да, классно. Сейчас не узнают, наверное. Ну, уже не узнают тебя. Да. Так. Вот, сейчас ребята выйдут, мы там привяжем этот хлеб, мешки и поедем. Так что вперед. Так, ну вот, приехали. Михаил здесь дрова колет. Михаил, ну чё, как дорога тебе? Вообще 100 километров же мы проехали. Да, Поселка, да? да. Около 5 часов езды. Не заметил на такой технике. Да ты чё? Очень мягко, быстро, комфортно. И самое, что характерно, что я заметил, вот этот, который тащит, как называется, прицеп, да? Да. Как правильно? Ну, Сани. Сани, они очень такие мягкие, как будто плывут. Ага. Поэтому ездить на нем одно удовольствие. Отлично. Оказывается. Я не знал, просто говорю. Вот так вот. Ага. Что еще добавить? Ну, готовимся. Дрова колем, да? Так, ребята здесь вдвоем остановились в этой палатке. Ну, мы с Дмитричем в этой остановились палатке. Вот у нас уже вечереет, закат. Съездили за дровами, значит. Немножко привезли дров. Здесь уже рыбаки были вот на месте. Все истоптано. Вот. Так, Дмитрич уже, наверное, поймал что-нибудь. Что-нибудь есть, нет? Ничего не клюет? Вот он пробудился самый первый. Уже рыбачит. На самом деле не клюет, даже я еще не начал рыбачить. Вот. Ну как всегда. Когда я начну рыбачить, заклюет. Давайте здесь посмотрим с этой стороны. Ребята что делают. Ну что, ребята, как расположились? Пока так. Потом еще раскладушки поставим. Что-нибудь клюет, нет? Одна поклевка была мощная. И все. А на что сидишь-то? Блесна? А парыш? На блесну? А, на эту клюнула? Ага. Ну-ка покажи-ка еще раз. О, так блесенка-то маленькая совсем. Маленькая. Ну, раза два больше надо, или в 3. Ну ладно, друзья, сейчас готовимся и рыбачим пока потихой. Уже гаденьки. Вот обряд угощения произошел, духов только что Михаил Кириллин совершил. Можно есть теперь, да? Так, да, сегодня у нас пельмени намские. Ух Кстати, ты, вот. домашние, да? Это домашние, ручной работы. Вот, мясо свежатина. Вау. Поэтому это не те пельмени, которые продаются в магазинах. Ну, обычные, да? Это другие. Пятерочки в Мираторге. Да, ну. Это совсем другие пельмени. Мясо натуральное, без никаких Соя. добавок. Натуральное мясо, друзья. Спасибо, Приятного всем спасибо, аппетита. спасибо. Спасибо, Михаил, за такие пельмени. Сейчас отведаем и обязательно вам скажем. Так, сейчас вот Михаил решил показать свои, посоветоваться, да.
У Дмитрича Пойдет, да? какие егошние блесенки. Ну-ка, вот это на стишка пойдет, сказал Дмитрич. Но по мне так маловато все равно. Ну, в принципе, пойдет, да. На мелких тоже пойдет. А как насчет ратлинов? Это на линкап, думаю, пойдет, если он... Вот это пойдет. Вот это вот нормальная такая вот, знаешь, натуралка. Натуралка, да? А ядовитки не работают. Вот, смотри, типа настоящая натуральная рыба, да? Да. Вот такая вот пойдет. Хотя у них в животах вот чуть крупнее вот такие вот. Прям они заглатывают их целиком в желудках. Иногда вот к маленькой подходит почему-то и не берет, блин. Стоит, смотрит на мелкую. Допустим, Иногда берет. когда течение она стоит, ну, держится. Вот Так, ну вот мы поужинали с ребятами. Сейчас уже пойдем ложиться спать. Наш день завершается. Главное, что мы сегодня живы, здоровы, добрались все. Ну и по традиции ко мне приезжают когда гости, я всегда дарю им вот такой календарь на 2022 год тебе. Баяна и рыбы Якутии. Пусть он тебя украшает твою стену. Вот, держи. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, и вот такая наклейка. Можешь ее потом куда-нибудь приклеить. Пусть она тебе приносит удачу. Держи. Ну и так как ты ловишь окуней, я посмотрел твои снасти и подумал, что тебе подойдет вот такая вот удочка ручной работы Андрея Шилова. Вот такой вот окунек. Здесь вот шпулька. Все подмагничено. Да ты чё? Да, это пластмасса. Вот. Пластик такой. Держи. Друзья, все, что я подарил Михаилу, можно приобрести на сайте клёварыбалка.рф. Даже такие удочки Шилова. Так что так вот. Спасибо, Слава, пожалуйста. Будем. Так, пришли в палатку. Дмитрич все время не отпускает удочку из рук, пытается что-то поймать сегодня вечером. Сейчас опустили гипер, будем измерять глубину. Предположительно, сколько говоришь? 1,80 м. 1,80 м он говорит. 8. А, 1,08 м даже. Лёдное сканирование. Слушай, 1,90 м. Как ты угадал? 1,90 м. Так, толщина льда сколько у нас? Метр где-то, видишь? Вот лед заканчивается. Вот. Ну вот, друзья, сейчас мы попробуем немножко посидеть и, наверное, уже ляжем спать с Дмитричем, да? Если ничего не попадается, ничего не клюет, ничего не показывает. И тогда с дороги устали. Костя маленькую щучку поймал. Ну покажи, что там поймал хоть.
Слушай, ну нормальная такая, слушай, нормальная щука, да. Нормальный карандаш. Хороший карандаш. Для меня нормальный карандаш. Хорошо. Вот такое утро, друзья. Вот Дмитрич вышел утром, раньше всех разведал. Рыбное место самое. Поклевки, говорит, есть. Очень вяло, говорит, берет этот, предположительно, ленок. Щука-то сразу хватает, вон. И вон там вот табор наш, метрах 50. Здесь еще никто не рыбачил. Мы с Янычем тоже здесь не рыбачили. И вот надо идти вдоль этого берега, вот так вот и туда. Либо туда дальше попробовать сходить. Выше. Вот в такое место мы вчера приехали. Михаил тоже проснулся только что. Мы, конечно, тоже фанаты рыбалки подледной, но мы все-таки решили позавтракать, прежде чем что-то делать. Поэтому, друзья, сейчас мы моемся и завтракаем. Так, вот с Михаилом утром решили позавтракать. Хоть мы и фанаты рыбной ловли, но завтрак все-таки дело обязательное. Ну, ребята решили сразу начать рыбачить. Они там сидят. Им завтрак не нужен. Сказали им рыбу подавай. А мы все-таки хотим маленько перекусить, чтобы силу набраться. И уже потом сразу пойдем на рыбалку. Кстати, как тебе впечатление по палатке? Ты знаешь, вообще я не ожидал, что существует в данное время у нас в Якутии такая палатка, которая вообще перекрывает все наши требования. Вот. Допустим, у меня другой фирмы палатка, да? Но я впервые ощутил комфорт, так скажем, комфорт, удобство. Ну и учитывая наши климатические условия, да, рыбалка с ночевой именно в данной палатке это супер. Вот, поэтому я пришел к выводу. Вот, как бы я лично сам протестировал, получается, и уже буду идти к намеченной цели, добиваться. Ну, пополам, что скажешь? Полы, холод не пропускает, комфортно. Вот в других палатках есть минус, да, пополам. Если лежишь в палатке с ночевой, то чувствуешь холод в спину. А в данном случае я как бы этот момент вообще-то не ощутил. Поэтому... Ну смотри, палатку если будешь брать, то не забывай, вкупе с печкой ее надо. От печки тоже много чего зависит. То есть если печка вот экономная такая вот, все плотно закрывается, дышло, она нигде не просасывает, то есть в ней комфортно, не жарко там. Ну, вот чувствуется, даже подводишь руку, да? Холодом не веет. Вообще не веет. Ну, что здесь, как бы разницы не чувствуется. Поэтому очень комфортно находиться в данной палатке. Ну, отлично. Оказывается. Ну вот, друзья, собрал я своего зверя. Сейчас он будет у меня проходить проверку, наконец-то, на экстремальных условиях тайги, так скажем. Единственный минус, я понял, что вот этот вот 2 мАч аккумулятор, он очень маленький. То есть нужен минимум 5, сказали. А у нас в городе Якутске нет нигде такого аккумулятора, друзья. Поэтому где можно найти, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Вот. И перед приездом, конечно же, я не мог не заскочить своему другу Слава с магазина Самура. И он мне дал вот такие вот ножи, друзья. Это ножи полусферические для тонара, доработанные для грязного льда. Смотрите, какие у них агрессивные такой. Зубы какие у них вот. Зубья прям такие. Так, сейчас Дмитрий пришел. Удочку свою таскает. Эту, как ее? Щучья голова.
Ловит щук? Нет, вот посылка от Марара. Доставляю лично в руки. Вот, спасибо. Как ты думаешь, Андрей что Марар. там внутри? Бакабулавтер по хвосту ведь. На, отрезай. Звонить. Тебе передали моих бокоплавов или нет, да? О, хана и пикабаса. Вот он надо. О, сейчас будем. Вот, посмотрите, какие бокоплавики делает Марар. Андрей Марар, во. Вот еще есть, да. Что там еще есть с бокоплавов? Борца бакабулав. Все. Так Бо- много бокоплавов, но... Буас. Боиковать вот не влияет. Бывает. Дмитрий сказал, вот они, все, Все. все. Это конец. Сейчас Это конец линкам. крючок 3 нового. Да, Дмитрий? Это Сейчас семей. покажем, будет лентяем. Конец линкам. Лентяем, конец. Вот, посмотрите, друзья, предыдущие рыбаки здесь оставили за собой мусор, банки, бутылка даже вон какая-то разбитая лежит. Вот. Мы с Янычем уезжали, так все забрали отсюда. Ну вот. И вон там ихняя палатка стоит, вот. Смотрите, сейчас я покажу. Подойду. Целлофан какой-то лежит. Вот в таком оно, видите, состоянии он. Мы туда не ходили, как вы можете видеть. Здесь они все избурили. Прижимались больше туда, видимо, по всей видимости. Ну что, друзья, вот я вышел из палатки, прошел где-то метров 50 от нее, и сейчас буду буриться в этом месте. Ребята все втроем рыбачат там, по ту сторону. Ну, Костя уже поймал 5 штук, и Дмитрий еще одну, по-моему. Михаил одну только что тоже вытащил, щуку. Я пришел сюда просто потому, что смотрите, здесь вот устье вот этой протоки вытекающей, собственно, где и кормится ленок, так думаю. И потому что здесь первые лучи солнца как бы уже освещают вот эту часть стороны общей протоки. И в связи с этим я, собственно, выбрал это место. И сейчас давайте посмотрим наглядно, сколько глубина льда уже. Последний раз мы с Янычем приезжали, здесь был всего лишь метр. Вот, даже метра почти не было. Ну, 70 где-то сантиметров, по-моему. Давайте сейчас проверим. Есть поклевка. Есть. Так. Иди сюда, дружок. Ой. Пытается утащить желтую проводку, друзья. То есть надо... Ай, ё-моё, блин. Ёлки зеленые, Невозможно, они просто невозможны. Вместе с поводком оторвало. И это при том, что у меня леска тут, наверное, ну 0,30, наверное, стоит, 0,35 может. Ё-моё. Они просто невозможные.
Блин. Русский-то делает, а? Да это щука, оказывается, вот так вот она рвет, собственно, и леску, вокруг рта заматывает, как вот в данном случае она сделала. Вот. Вот, друзья, наконец-то я поймал щуку. Вот такая вот щука, довольно упитанного такого размера. Вот, взяла. Вот, сегодняшний мой улов. Наконец-то мучила. И взяла. Причем взяла на мормышку. Вот. По всей видимости, там тоже щука клювает. Поэтому сейчас, друзья, смысла здесь не вижу сидеть. Давайте пойдем в палатку, в тепле, пробуримся. Пробурим себе лунку, опустим камеру подводную, попробуем что-нибудь поснимать. Вдруг что-нибудь увидим. Дмитрич вот снаружи хочет похвастаться чем-то. Новый бокоплав сработал, говорит, марарский. На сайте клевая рыбалка.рф можно купить. Бокоплавы где? Бокоплавы. Вот такие. Че, погнулся, да, маленький? А это проволока погнулась, ничего, выпрямишь. Потому что снаружи щуки одни, оказывается, там, где я думал, что это линки. Поэтому решил, что линков мы можем половить и в палатке. Так, поставил проставочку дополнительную. Потому что толщина льда у нас уже довольно приличная. Чуть-чуть, оказывается, не хватило для того, чтобы пробурить. Так, друзья, пришел в палатку, потому что закралось у меня впечатление, что в палатке можно поймать не хуже. Может быть, даже в чем-то лучше. Здесь, во-первых, я поставил наблюдение. У меня тут стоит камера. А во-вторых, есть возможность снять уникальные кадры, как всегда. Вот. В данный момент наблюдаю пустоту.
камере. Но думаю, что это явление временное. Потому как в любой момент может приплыть рыба. Вот. Срыв был только что, ё-моё. Подплыл и не взял. Ну я и не подсек. Неправильно подсек, елка. С камерой вообще. Есть. Вот она. Вот она.